biraz маалымат беріп қояйын. Кешегенки спецоперация бойынша. Урматтуу Дастан Алысбек, рұқсат болсо, расмий тілде берсем, барына түшүнүктөй болсун десе, тармасыңар, урматтуу депутаттар. Мен буквально коротко айтайын. Из-за неявки Атамбаева в следственный орган, как мы прекрасно все знаем, 3 раза он вызывался, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 35 и пунктом 7 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, руководителем следственной группы ГСУ МВД КР в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в ГКМБ было направлено поручение и постановление следователя о принудительном приводе. Во исполнение поручения и постановления о принудительном приводе были задействованы оптимальное количество сотрудников, которые, я хочу особо отметить, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, которые были без огнестрельного оружия. Я официально это заявляю. В целях самообороны и безопасности были обеспечены помповыми ружьями, это с резиновыми патронами, спецсредствами, это светошумовые гранаты, дубинки, шлемы и щиты. На случай обострения ситуации для обеспечения безопасности задействованных сотрудников и граждан была предусмотрена резервная группа вооруженных бойцов спецназа с дислокацией за пределами дома Атамбаева. Атамбаев не подчинился законным требованиям и укрылся в специально укрепленном помещении своего дома. Если на сегодняшний день, я бы сказал, это не дом, а это крепость, это бункер, к сожалению. Все есть фотографии, я потом, если расшить, я могу это в интернет или вам дать это все. А его сторонники оказали вооруженное сопротивление. Там было видно с применением огнестрельного оружия, также камней, палок и других предметов типа арматур. Ночью 7 августа сотрудники спецназа шли с задачей вечером, то есть осуществить привод Атамбаева для дачи показаний. Прошу обратить на это внимание, уважаемые депутаты. Для бойцов спецназа это не было боевой операцией, в которых они практически не несли и не несут потери, а привод гражданина на допрос в следственный орган в МВД, согласно поручению следователя. Именно поэтому они не были вооружены огнестрельным и другим летальным оружием и не ожидали вооруженного сопротивления от мирных жителей, своих граждан, особенно Атамбаева. Я официально заявляю, я ночью встречался со своими всеми сотрудниками, у меня 19 сейчас в нашей поликлинике в тяжелом состоянии, 6 в реанимации в тяжелом состоянии. 6 получили огнестрельное оружие. То, что он сам говорил, у него есть подарочное оружие, СВД называемое, снайперская винтовка Драгунова. Это тот же снайперская винтовка. И он стрелял в моих бойцов. 6 из них получили ранения. И тот, который получил летальный исход, Ниязбеков Усенбек, он получил это ранение, ему пробило даже бронежилет. СВД, вы прекрасно понимаете, это какое серьезное оружие, это снайперская винтовка. К сожалению, этого и я не ожидал. Сторонники Атамбаева, применив физическое насилие, захватили, к сожалению, 26 единиц помпового оружия, 14 автоматов АК-74, это которое было у группы прикрытия, 15 пистолетов и боеприпасов к ним. В результате один сотрудник спецназа, его фамилию я могу сейчас, к сожалению, сказать, потому что засекречен, так как он погиб, Ниязбеков Усенбек, 72 года рождения, погиб от огнестрельного оружия. Сегодня утром была судебно-токсикологическая экспертиза, и она покажет, что это именно с какого оружия было сделано. 25 получили телесные повреждения различной степени тяжести, уважаемые депутаты. Из них 5, то, что я говорил, находятся в реанимации, 1 в тяжелом состоянии. От рикошета ему выбило глаз. И сейчас на сегодняшний день такая ситуация.
Несмотря на обещания и достигнутые договоренности, вот здесь как раз меня упрекнул Рыскелдей Ченеврач, отырасыңар кабинетте. Ол жақта болом түні. Түні балдармен болом. Ертең менен да барып, ошо балдардын ал акыбалын көрүп, уктабай түнү менен жүрөбүз буякта. Несмотря на обещания, достигнутые договоренности, представителями Атамбаева, я там как раз встречался с Равшан Джеймбеков, Асей Кадуранов, когда они просили все, вторым этапом не идти. Я должен освободить своих сотрудников. И с милицией мы шли, хотя там закидывали нас камнями. Что такое? Вот получил очень тяжелое ранение начальник Чуйского ГУВД. Сейчас ему операцию сделали. Он рядом со мной стоял. Он в фуражке, я в кепке. Град камней был на нас. Вот. А Равшан Жембеков мне обещал, что освободит бойцов в случае отвода резервной вооруженной группы спецназа от дома Атамбаева. 6 бойцов спецназа продолжают удерживаться в качестве заложников. Уважаемые депутаты, это мы в какой стране живем? Это незаконное задержание, незаконное удержание боевой группы. И несмотря на это, мы убрали свои спецназ, они не выполнили свои обещания и издевались над ними. Вы видите, как они там над ними издеваются. Погибший сотрудник, уважаемые депутаты, хотел сказать, что это подполковник Ниязбеков Усенбек, он со мной вместе, когда я руководил Ошским управлением, он был старшим офицером спецназа. Это был 2006 год, когда я первый раз проводил там спецоперацию. Вы это прекрасно, кто ваше жил, знаете, лейтенант. По кличке лейтенант, это один из боевиков, который не сдавался, с гранатой в руке и так далее. И он один из первых зашел и ликвидировал его. И то, что вторую операцию, которую проводил именно уже в 2009 году, в Узгене, вы прекрасно знаете, 7 боевиков были ликвидированы. И он, и все остальные, 60% нынешних спецназа участвовали в этих боевых операциях. И за вот эти 2 операции было только одно легкое ранение одного сотрудника. То есть я был счастлив, что они живые вышли там. Это против террористов, которые знали, что их убьют, были в замкнутом пространстве, отстреливались, были гранатометы и так далее, и так далее. Но мы смогли это сделать без потерь. Но, к сожалению, здесь никто не ожидал, что Атамбаев, еще раз скажу, начнет стрелять в молодых парней, безоружных, практически. И я, честно говоря, может, жалею, что я не дал разрешения огонь на поражение. Поэтому, вот поверьте, правильно, прошу извинения за эмоции, просто поверьте, это мне нелегко дается. Ниязбеков будет, вот ему 1 сентября должен быть присвоено воинское звание полковник. Я ему присвою, к сожалению, только посмертно. Осталась у него жена Назгуль. 4 детей осталось. Младшему 14 лет, 14 года. Я специально с утра провел совещание с личным составом, весь личный состав. Поставил задачи, мы со вчерашнего дня на особом режиме, то есть казарменное положение. Поставил задачи, и будем стоять до конца на защите Отечества, Родины и государства. Весь личный состав поддержал меня единогласно. Поэтому будем работать в этом плане. Уважаемые депутаты, хотел бы более подробно немного остановиться. Вот сейчас будут говорить, что стреляли с огнестрельного, показывали гильзы и так далее. Ни один спецназовец не стрелял. Да, стреляли с Помпова, там, по-моему, где-то 12-13 человек получили ножные ранения. Но они чисто уже, когда камнями их закидывали, они чисто останавливали их. Я прошу обратить внимание, вот это вот заключение, вот как раз мне начальник медслужбы принес, вот какие были ранения у моих сотрудников. Ранения получили, то есть старший лейтенант, извините, я фамилии не могу говорить, они засекречены, будут инициалы. Старший лейтенант ЖУ, уроженец Нарынской области, получил огнестрельное ранение обоих кистей, контузия левого глазного яблока в органах ГКМБ 2009 года. Это стрелял непосредственно уже. Будет доказано, сколько, кто стрелял и как это стрелял. Подполковник Н.А., уроженец города Бишкек,
ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные ушибленные раны в волосистой части головы, колота рваная рана в области предплечья справа и средние 3 бедра слева, травматический шок второй степени в органах ГКМБ 2007 года. Подполковник СЖ, уроженец Ошской области, открытый перелом костей кисти в органах ГКМБ с 1998 года. Лейтенант И.Б., уроженец Нарынской области, огнестрельное ранение грудной клетки в органах ГКМБ 2014 года. Вот он как раз в тяжелом состоянии сейчас в реанимации. Лейтенант Б.В., уроженец города Бишкек, ушиб головного мозга, импрессионный перелом затылочной кости в органах ГКМБ с 2009 года. Полковник В.А., уроженец Чуйской области, мой земляк с Сокотинского района, сочетанная травма, ушиб и ранение правого предплечья слева, оскольчатый перелом локтевой кости со смещением касательная огнестрельная рана живота слева в органах ГКМБ с 1997 года. Майор МБ, уроженец Иссык-Кульской области, огнестрельная касательная рана левого плеча, сотрясение головного мозга в органах ГКМБ с 2013 года. Полковник СС, уроженец Бишкек, огнестрельное ранение подлопаточной области справа, колото-резанная рана в бедренной области слева, ушиб мягких тканей. То есть я вот этих сказал, это наиболее, кто сейчас на сегодня в тяжелом состоянии. 19 ребят находятся непосредственно в нашей поликлинике. Слава Богу, вчера я пошел, гематомы различные, так оно есть. Ну, к счастью, будут жить. Если коротко, уважаемые коллеги, я вот хотел завершить на этом выступление. Достаточно.